Всем привет! Все мы уже давно привыкли к такой обыденной вещи, как вынести и выбросить мусор. Но куда он девается после того, как мы поместили его в бак, что с ним происходит в городе Якутске? Давайте узнаем прямо сейчас. Суббота, раннее утро. В 4 утра пришлось подняться, чтобы показать вам одну очень важную службу нашего города. В принципе, я думаю, и любого другого города. Но сегодня на улице трескучие морозы. Сегодня, правда, чуть потеплее, как видите, нет тумана. Я думаю, это даже хорошо. Вот. Сегодня где-то 45 ночью было. Машину, кстати, я не глушил на сегодня, потому что, смысла не было. Я приехал домой в 11 вечера. Хотелось бы вам кое-что показать. Вот такая сосулька образовалась. Я думаю, даже это удобно. То есть дырка в глушителе и конденсат. Вода не накапливается внутри глушителя. Сейчас идет полная подготовка автомобилей к выезду на смену. Соответственно, проверяется уровень гидравлического масла. Если не хватает, то доливается. Также прокачивается тормозная система, чтобы избежать накопления конденсата, который мог накопиться за прошлую смену из-за сильного холода, из-за мороза. Ну и, конечно же, проверяются все технические параметры автомобиля, уровень масла в двигателе, исправность светового оборудования и так далее. После этого получается путевой лист, подписывается и, соответственно, экипаж едет на смену. Сейчас машины выезжают из гаража, чтобы уже приступить непосредственно к работе. У каждого есть свой маршрут, свое определенное количество точек. Ну и сейчас мы познакомимся с теми сотрудниками, с которыми съездим в рейс. Снег же попадает во время работы, там еще залетает снег туда в бункер. И потом, когда он заезжает в теплый гараж, это все тает и в бункере остается. Вот, чтобы не привязало. Плюс один конденсат, бункер объем большой. С холода в тепло заезжает, конденсат сразу железо покрывается конденсатом, но сразу задевает. Итак, сейчас я нахожусь уже в кабине спецтехники, за рулем, соответственно, Ганя. Ганя, привет. И Уйгулан. И сегодня мы посмотрим, как ребята работают, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Ну и вообще посмотрим на процесс работы. С чего начинается смена? Приезжаем, смотрим машины, потом получаем путевку и выезжаем. И сейчас сперва на заправку поедем. Ага. А какой маршрут сегодня? Маршрут у нас по центру, центр 3 называется. Центр города, да? Да.
А сколько, ну, обычно с утра заливаете топливо? С утра заливаем 100 литров. Ну, машина двухсменная, а так одну смену 50 литров. А, то есть 100 литров на весь день. Я 100 литров заправляю, чтобы на паркинг заправиться. Так-то получается с утра можно больше, да, объехать точек. Да, потому что машин нету, да? Те, которые в рабочее время затруднено, пытаемся забрать с утра сразу же. Ну, обычно, когда вот в рабочее время подъезжаешь, там машинами понаставлены. А, вот и офисы и так далее, да? За это с утра сразу забираем. Вообще в морозы как, есть какие-то сложности по работе? В морозах свыше 45 уже начинает там гидравлика, шланги лопаются, ручник, воздушная система замерзает. И есть определенные трудности. Да, на КамАЗе по дворам сложновато, да? Сейчас еще зима, летом вообще. Да. Пока ребята работают, сейчас хотелось бы вот на примере этого двора показать, насколько стали популярны портативные гаражи. Вот, среднестатистический двор в городе Якутске, то есть на улице минус 45-50 градусов, и автомобили ночуют вот в таком виде. Вот, кстати, даже есть прокат гаражей. Сколько обычно баков помещается в емкость? 80. 80? 80 литров. В среднем так. Плюс-минус там 5-10. А там вот много картона было, там это получается, как потом? Мы картонки не забираем. Картонки, ну как, крупногабаритный мусор, они отдельно вывозятся. А, вывозится отдельно, да, уже? Основная проблема деревяшек. Бак заливает. Воду выливает, да? Замерзает. Ну, у нас сейчас в связи с морозами, да, у нас самое проблематичное, шланги лопаются. И каждый день заезжает с шлангами по гидравлике, получается, и металл устает. Он каждый день по машине заезжает, по 2-3 машины по сварочным работам, где захваты, все это. И по тормозной системе у нас проблема. То, что конденсаты собираются, с машины с гаража выезжает, потом замерзает, все это. Пытаемся устранять на месте сразу. И у нас нет времени даже, как сказать, если машина одна встала, надо где-то в другом месте уже мусор собирается. Как ночами работаем, ремонтные работы ведутся. У нас слесарная бригада есть, сварщики, слесаря, по РВД, обжимном станке.
И как пока не сделаем, у нас пока с морозом в связи так допоздна работает. Если одна машина встала, сейчас у нас вот на линию должна выйти. Он слесарь, водитель сам тоже помогает по системе. Вот обжимочные станки здесь. Это старый обжимочный станок. Вот мы новый приобрели, его потом вот сюда так тоже рядом поставим. Здесь вот цанги под разный диаметр, вот таблица, какой шланг делаешь, ДВД какой. То есть вот, поставил, обжал. Ну, сначала обрезаем. Вот старые тоже берем, там какие-то полезные остаются. А, ну да, получается, Да. что там... Да, у него бывает короткий вышел из строя. Например, там вот сколько здесь, полметра, грубо говоря. Все, уже, то есть новый из бухты не надо будет брать. Вот. Он вроде внешне все целый, просто когда-то, может, длинным был. Здесь он там порвался или что-то перетерся. Нас обрезали аккуратно. Вот новый шланг сделали. Вот. Смотрите, вот они. это новый сделали, да? Да. Вот еще один другой размер уже. Они разные по размеру. Они разные, но... Например, вот здесь фирма, да, здесь десятка 3/8, да, дюймов. Сварог Мороз, они рассчитаны до минус 45. Когда минус 50, уже они не выдерживают и начинают вот в районе обжимки, начинают замерзает же резина. И когда он какую-то хочет сделать операцию, смотря что, и она выстреливает, и все, и он вылетает, и масло, соответственно, тоже выходит, уровень сразу падает. И плюс надо заезжать, все складывать, ехать на базу, на базе все делать. Ну, в то же время, он же на маршруте работает. Ну, то есть, получается, большинство работ, в принципе, можете все здесь сами делать, да? Сами делают, находим решение. 1982 О, СССР до сих пор работает. Так, этот 84-го, это 82-го, 84-го далее. Здесь тоже шилки есть. 1984, ну они почти ровесники. До сих пор работает. Вот это качество. Советский Союз. Металл крепкий. ребята говорят, что здесь постоянно вот такая картина, потому что собаки и даже лошади раскидывают мусор. Только именно вот в этом месте, да? Ну, на нашем точке. На вашем маршруте, да? Получается, вы маршрутами не меняетесь, то есть у вас есть все время один и тот же маршрут, да? Постоянно. Особенно такие картины. По окраинам, Большая, ДСК. Каждый день так же. Рейс. Там, где много бродячих животных, да?
Другие предприятия, например, там те же вот дорожники и остальные, они в минус 45, у них же актированные дни, а у нас такого не может быть, потому что мы же ТКО ежедневно надо вывозить. Люди каждый день подходят с санточки, выбрасывают мусор бытовой. Соответственно, нужно это все убирать. Если убирать не будешь, там уже санточка, уже накопление большое. И санитарное состояние города стараемся поддерживать максимально. Там узнаем, спрашиваем у людей, которые ездят на севера, у них какие-то берем полезные там рекомендации. Вот, например, здесь воздушный фильтр. По идее, здесь мы его развернули, колено должно сюда выходить, и воздух он должен брать оттуда. Заднюю стенку утеплили, чуть ниже опустили брезент, воздушный фильтр развернули, и он сейчас воздух берет из подкапотного пространства. То есть теплый воздух, соответственно, машине уже легче. Плюс мы утеплили, на двигатель автоодеяло кинули, который там специально, который не горючее, потому что у него там коллектора, турбины, чтобы никакого возгорания, чтобы максимально обезопаситься. Плюс пенофолом, под капотом пенофол натянули, снизу брезент натянули, то есть, чтобы водителю было тепло, чтобы машине было хорошо. Поэтому максимально стараемся вот эти всякие рекомендации у людей, которые уже там по северам ездили давно, вот у них берем вот эти все рекомендации и максимально используем. Утепление, потом гидравлическая система тоже она не выдерживает, хотя вот эти вот масла, они до минус 60, но все равно при морозах, он пока, например, маршруты у водителей же у всех разные. У кого-то маршрут, например, в центре города, у кого-то здесь на Билибино рядом, например, у кого-то в Мархе. Соответственно, пока машина едет туда, он остывает же гидравлика, хоть она с гаража и выехала, там до Мархи пока доедешь, остывает. Соответственно, масло густое, и это дополнительно вот нагрузка. Из-за этого тоже вот шланги РВД, вот эти РВД, рукав высокого давления, когда он высокого давления, но все равно они выстреливают. Стараемся как бы максимально все это. Вот там, например, вот если посмотреть, у Евгения Сергеевича там с левой стороны у него гидробак пенофолом тоже обтянули, чтобы максимально вот как термос оно было, чтобы он когда с гаража выехал, пока теплый, чтобы до санточки доехал, у него все равно как-то гидравлическое масло в МГЗ, чтобы оно более-менее какое-то теплое было. Короче, да. И уже от санточки до санточки во время процесса работы он меньше оно будет остывать. Только по системе может остывать, а в гидробаке оно уже не будет остывать, потому что там между санточками примерно минут... Евгений, сколько минут? 10, да, между санточками? 5-10 минут? Да, у них у каждого свой маршрут, и он как бы сделан так, чтобы вот человек, водитель, он когда берет свой маршрут, он в одном районе убирает. Изначально как бы не было такого, потом с логистикой, с эксплуатацией уже вот эти моменты все утрясли, и маршруты аккуратно все наладили, сейчас более-менее стало хорошо, и уже конкретно человек едет, свой маршрут убирает. Соответственно, если он выходит из строя, мы стараемся, вот в первую смену, например, Евгений, ты постоянно в первую смену работаешь, правильно? Вот в первую смену, если он выходит из строя, у него есть свой маршрут. Какие-то санточки, если он не прикрыл, он приезжает, диспетчер отдает, диспетчер сразу же на вторую смену это все передает. Соответственно, там уже во вторую смену убирается. Но бывает, что чуть переполнение бывает. Это такое. Поэтому мы как-то вот веерно стараемся перекрывать маршруты, чтобы не было завалов. Максимально быстро реагируем на это все дело. Как-то вот стараемся вот так делать. Летом полегче работать. Летом жарко, а зимой холодно. Меняю и выйду сейчас. Через полчасика, наверное. Получается, и водители, и механики, да? За следствие. Автослесарь, вот я говорю, он пошел на РВД, сейчас пока ему делают, он сейчас замену произведет. Он помогает, как одна семья работает. Все друг друга знают. Вот, например, заехали во двор, да? Вот машина, не сильно, да, мешает, но все равно. А бывает жестче? Бывает жестче. Бывает санитарные точки прямо. Прямо около баков паркуется. Около баков паркуется. Летом особенно у нас такие проблемы. Зимой еще более-менее. Летом вообще трудно. А какие действия, если, допустим, подъехали, а бак, невозможно как бы подъехать из-за машины? Невозможно забрать. Уезжаем дальше, точки собираем и несколько раз подъезжаем, смотрим. Освободили, нет.
но если нет, то следующий день А вообще вот заполняемость бака сколько? Сутки, да? сутки. Санитарные точки, прикрепленные к этому автомобилю, находятся в центре города. Но, как уже сказал Гаврил, стараются всегда с утра отработать центр города, чтобы в дальнейшем не было проблем с трафиком и так далее. То есть пока улицы свободны, пока парковки свободны, в это время они отрабатывают центр города. И это в любую погоду, дождь, снег, неважно, то есть минус 50, 55, минус 30, плюс 40 круглый год, ежедневно. Один день в неделю бывает выходной, но бывают проблемы накладки с автомобилями, со сменами. Поэтому, по словам Гаврила, бывает так, что и полностью 7 дней подряд без выходных они работают. Основные проблемы зимой: баки замерзают, там воду льют, строймусор баки накидают, там неподъемное, тяжелое бывает, техника просто-напросто не поднимает его. Бывает крупногабаритные мусоры в баки тоже кидают, из-за этого тоже бак крупногабаритный, как кидали, уже бак полный, уже на следующий день приходишь, там уже мусор завалено, все бывает. То есть лучше строительный мусор, если выкидывать, то рядом, да, складывать? Если кидают, то рядом надо складывать, бак не надо. Получается, ваш автомобиль берет чисто баки, а еще другие машины, кузовные забирают, с будками забирают уже строительный мусор. Нет, строительный, крупногабаритный мусор забирают, а строительный мусор управляющие компании сами должны. Понял. Строительный мусор не вывозим. В данное время мы сейчас работаем в усиленном режиме, стараемся максимально отремонтировать технику, планово-предупредительные ремонты, загоняем их сюда в ремзону, ремонтируем. Сейчас в новогодние дни объем ТКО увеличится, поэтому хотел бы попросить жителей города, чтобы они тоже нам помогли и старались вообще мусор как-то разделять. У нас там на санточке есть оборудованное место под КГМ, например, крупногабаритные отходы, да? То есть там бывают всякие и диваны, и шкафы, а бывает рядом санточка сама находится, то есть в эти баки 0,75 стараться только бытовые отходы кидать, а крупногабаритные, соответственно, на определенное место ложить. И хотел бы поблагодарить коллектив за понимание. У нас коллектив дружный, все работают как одна семья. Хотел бы поблагодарить руководство за то, что мы к ним обращаемся, они нас слышат. И все вместе работаем. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жителям города. В период пандемии сейчас многие остались без работы. То есть, если есть водительское удостоверение, то можете подойти к нам и устроиться на работу. У нас есть специализированная техника, на которой сейчас не хватает водителей. Поэтому подходите, обращайтесь, переговорим, попробуем, будем работать. И хотелось бы поздравить всех с наступающими праздниками. Надеюсь, в следующем году будет полегче. Будем работать, и все будет хорошо. Всех с наступающим. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем добра. Ну что, бункер заполнен. Сейчас это была последняя санитарная точка. Выдвигаемся на мусорный полигон. Проехали 15 санитарных точек. На каждой где-то в среднем по 5 баков. КамАЗ, да? А сколько ты уже работаешь? Здесь больше
года уже. Больше года, да? У вас получается все равно 8-часовой рабочий день, просто смещен на раннее утро, да? С 5 до 2. С 2 до вечера тоже вторая смена выходит. Ага. А у вас бывает, что один день с утра, а второй день там, допустим, с обеда? Нет? А, вы всегда с утра? Ну вот город просыпается, уже появляется туман. Вот. Платон так выглядит, да? Что сказали, у вас датчики GPS, да, стоят? Да, датчик. Ну что, ребята, меня оставили на базе. Сейчас 9 утра, у них обед. После этого у них будет еще один рейс. Соответственно, они соберут также несколько санитарных точек и отвезут на мусорный полигон. С 2 часов также уже идет вторая смена, 8-часовая.